Бисмиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валях, амма ба'д. То, что произошло недавно, мы все ждали шариатскую оценку со стороны религиозных деятелей из нашей республики. И то, что мы дождались, это мы увидели выступление муфти Чеченской республики, который как бы на чеченском языке это было, он как бы сказал, что такое наказание заслуживает именно человек, который посягал на честь чеченской женщины и так далее. То есть как бы своим этим выступлением он как бы оправдал вот эти действия и узаконил это, то, что нам кажется. Поэтому мы очень удивлены этим, и хотелось бы услышать именно шариатскую оценку со стороны других религиозных деятелей, которые сегодня находятся в Чечне, которые занимают посты имамов и так далее. Потому что Аллах сказал, субхану ва та'аля: «Я юхалладина аману, иттакуллаха ва кулю каулян садида». О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правильное слово. Скажите правильное слово. Поэтому мы призываем вас дать полноценную шариатскую оценку, потому что когда религиозный деятель говорит и оправдывает такие вот действия, это развязывает руки не знающих людей. Они воспринимают это как разрешение на действие. То есть, если вы, именно религиозные деятели, не будете разъяснять людям и говорить, что можно, что нельзя в этих вопросах, то что станет, что будет после этого, каким методом могут прибегнуть незнающие люди. Видите, то, что мы изучали из шариата, хотя мы не заявляем, что мы являемся большими учеными, но это вопросы фикха, и в разных книгах ученых, старых и новых, мы никогда не слышали такого, что человек, который посягнул на честь, оскорбил какую-то женщину, что любую женщину, мусульманку, не мусульманку, что наказанием за это является именно вот такое вот унижение. То, что мы знаем из шариата, это, как Аллах сказал в аяте, субхану ва та'аля: «Джаза'у сайяти сайяту мислюха». Наказание за плохое – это такое же плохое действие в отношении того, кто это совершил. То есть в тафсире сказано, если человек сказал плохое слово в отношении другого, он оскорбил его, то наказание за это же оскорбление адресуется этому человеку в ответ. Поэтому вот то, что мы знаем из шариата, вот это. Или другое, если человек сказал, что праведная женщина совершила прелюбодеяние, и он не привел 4 свидетелей, как Аллах тоже в аяте это сказал, то наказанием для него является 80 плетей. Но мы никогда не слышали, что человека можно раздевать, показывать голым перед людьми и заставлять его садиться на бутылку в наказание за оскорбление. Нигде мы этого не слышали. И если есть такой довод, и если есть такое в какой-нибудь книге исламской, из высказываний исламских ученых, мы хотели бы это услышать, как Аллах сказал, субхану ва та'аля: «Куль хату бурханакум ин кунтум садикин». И скажи им: приведите свой довод, если вы правдивы. Поэтому хотелось бы услышать это. Но еще хотелось бы напомнить, что это шариат Аллаха субхану ва та'аля. И человек, который говорит от лица шариата, он находится в очень большой опасности. Потому что за каждое слово, сказанное от лица шариата, за это слово придется отвечать перед Аллахом субхану ва та'аля. Потому что Аллах, как сказал в Коране: «Инна сам'а валь басара валь фуад куллу уляйка кана анху мас'уля». Ведь поистине зрение, слух и сердце, каждое вот это будет отвечать перед Аллахом субхану ва та'аля за каждое любое слово, сказанное насчет шариата. И тем более, если такое разрешение удается со стороны самого высокого религиозного деятеля,
из какой-либо республики, то это это воспринимается, как я уже сказал, как карт-бланш. И если это сказано, не зная того, что является ли это дозволенным или нет, то насчет этого же Аллах сказал, субхану ва та'аля, «Куль иннама харрама рабби аль-фавахиша ма захара минха ва ма батан, валь исма валь багя бигайри аль-хак, ва ан тушрику биллахи ма лам юназзиль бихи султана, ва ан такулу аля Аллахи ма ла та'лямун». И скажи им, что Аллах запретил всякое мерзкое, видное, то есть явное или скрытое. Он запретил грехи, он запретил приступать в отношении других людей без права на это. И он также запретил предавать Аллаху сотоварища без доказательств на это. И Аллах в последнюю очередь, после перечисления вот всех этих грехов и после того, как Аллах упомянул многобожие, а ведь многобожие это самый большой грех в исламе, «Инна ширка ля зулмун азим», как сказал Аллах субхану ва та'аля, поистине многобожие это великая несправедливость. Поэтому Аллах после упоминания многобожия говорит: и чтобы вы говорили на Аллаха то, чего вы не знаете. Ведь сказать насчет шариата Аллаха того, чего не знает человек, это является одним из больших грехов в исламе. А если это все было сказано, зная, что это не шариат, что это нельзя по шариату такое делать, но все равно было сказано, что это дозволено и что это заслуженное наказание, то ведь Аллах говорит: «Валя такулу лима тасифу альсинатукумуль кадиб, хаза халялун ва хаза харам». И не говорите то, что приукрасили вам ваши языки из ложи, то, что это является дозволенным или это является недозволенным. И таким образом литафтару аля Аллахи кадиб. И вот так вы возведете ложь на Аллаха субхану ва та'аля. «Инна аллазина яфтаруна аля Аллахи кадиб ла юфлихун». И поистине те люди, которые возводят ложь на Аллаха субхану ва та'аля, они не преуспеют. Поэтому это в любом случае это опасно. Поэтому это хотелось бы услышать насчет этого разъяснения. И ведь какое бы преступление не сделал этот молодой человек, мы не оправдываем его, если он возводил какую-то ложь на женщин, он оскорблял, касался чести. Мы это осуждаем. Мы это осуждаем, каким бы женщинам это не было адресовано. Но это не значит, что можно переступать границы Аллаха субхану ва та'аля. «Валя яджриманнакум шанаану каумин аля алля та'дилу», сказал Аллах в Коране. И пусть ненависть к какому-либо народу или какому-нибудь человеку не заставляет вас быть несправедливыми. И будьте фа'идилу, и будьте справедливыми. Поистине справедливость это канон, это закон ислама субханаху, религии Аллаха субхану ва та'аля. И в конце хотелось бы сказать, что, как мы упомянули, что мы ждем тоже разъяснения со стороны религиозных деятелей, и мы просим Аллаха субхану ва та'аля, чтобы Он показал нам истину истиной и дал нам следовать ей, и чтобы Он показал нам ложь ложью, и чтобы дал сторониться ее.